Рабочая группа для нас всех, поскольку все-таки мы вместе с вами сейчас работаем над основным законом, поэтому так Конституция называется «Основной закон», потому что он лежит в основе всей нашей правовой системы и регулирует все основополагающие принципы нашей жизни. Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени сегодняшнего дня. И уверен, сегодня мы будем некоторые вопросы обсуждать именно такого характера, такого порядка. Что я имею в виду? Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе, не только в основном законе, в Конституции, вообще ни в каком законе, потому что этого не было просто. Ну, скажем, там не было такого распространения интернета, не было, и еще много всего не было. Первое, второе, не было такого состояния, в котором сейчас находится наша страна. И нам сложно было некоторые вещи формулировать, особенно связанные с суверенитетом страны, либо с местом нашей страны в мире. Мы не могли и тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать, потому что экономика была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами, то тогда это было более или менее бессмысленно и, больше того, даже вредно было. Потом мы поняли, что это просто вредно, потому что закон принимается, явно не рассчитывая на то, что он будет выполняться. Потому что, принимая закон, уже знали, что нет ресурсов для его исполнения. И тогда, конечно, мы не могли только в общем виде сформулировать социальные гарантии. А сейчас нет. Сейчас мы имеем такую возможность. Та же индексация пенсии, там, допустим, или МРОТ и так далее. Но невозможно было тогда это написать в основном законе. Сейчас у нас экономика в другом состоянии. Мы можем, а если можем, значит, должны это сделать. Вот понимаю, что вопросов очень много. Я не буду отвлекать вас какими-то общими фразами. У нас сегодня с вами чисто рабочая встреча. Я знаю, что вы по регионам ездите много, и в Москве с людьми работаете, принимаете, и с профессиональными сообществами постоянно находитесь в контакте. Поэтому у нас вторая, но тоже абсолютно рабочая встреча. Я в вашем распоряжении, если есть какие-то проблемы, которые вы хотели бы вот на этой второй нашей встрече поднять, давайте их пообсуждаем. Спасибо большое за внимание. Разрешите? Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, на внесенный вами законопроект поступает огромное и разнообразное количество предложений в рабочую группу и в Государственную Думу. Предложения поступают от граждан, объединений, представляющие практически полный спектр нашего общества в социальном, профессиональном и возрастных аспектах. Как вы уже сказали, более 500 предложений поступает, мы их рассматриваем. Наш состав рабочей группы вполне адекватно представляет структуру российского общества, что позволяет всесторонне рассмотреть поступающие предложения. Обсуждение, кстати, проходит достаточно бурно, эмоционально. Мы все разные, и, на мой взгляд, это для нас, для всех большой плюс. При этом мы не забываем о главной цели внесенного законопроекта – обеспечить устойчивое развитие общества и достойную жизнь граждан, повышение эффективности нашего государства. Конечно, как вы уже сказали, действующая Конституция изначально была ориентирована на эти цели, но были разные экономические и правовые возможности. Однако 26-летний опыт применение Конституции убеждает, что многих существующих ныне возможностей для ее полной реализации в тот момент, конечно же, не было. Вносимые поправки должны учесть это обстоятельство, этот опыт. Обсуждение проходит по всей стране, несомненно, содействует более глубокому пониманию обществом вашего предложения и позволяет его глубже развить. Наиболее большей поддержкой пользуются ваши предложения, которые направлены на укрепление суверенитета страны, получение такого положения, фиксирующего социальную ориентацию государства. И что касается требований к депутатам, министрам,
главам регионов. Даже предлагается пойти дальше, ну, например, запретить таким гражданам иметь финансовые активы за рубежом. И очень много таких предложений. Также много поправок, связанных с взаимодействием ветвей власти, совершенствованием системы сдержек и противовесов. Понятно, что это скорее интересует юристов, политологов, чиновников, нежели основную массу населения. Но, тем не менее, мы тоже это все достаточно полно и подробно рассматриваем. В целом, Владимир Владимирович, считывается запрос на то, чтобы в основном законе были установлены гарантии развития человека, семьи, общества и государства. Наша задача рабочей группы заключается в формулировании правовых норм, вытекающих из вашего послания и внесенного проекта. При этом нормы должны регулировать существующие в настоящее время отношения. Они должны быть понятны с точки зрения русского языка, используемой терминологии. И, конечно, нам нужно избегать двусмысленности. Поправки должны послужить основой, в том числе для развития отраслевого законодательства. И у нас поступают весьма отдельные предложения, которые можно использовать не только в подготовке Конституции, но и в других законодательных актах. Владимир Владимирович, после вступления в силу поправок в Конституцию рабочая группа готова участвовать в подготовке законодательного плана, обеспечивающего реализацию положений Конституции. При внесении вашей поправки в Конституцию уже указано на необходимость изменения целого ряда законов. Мы полагаем, что потребуется изменение более чем 50 законодательных актов. Полагаю, что нарабатываемый рабочей группой механизм обратной связи государства и общества в процессе развития российского законодательства может оказаться весьма полезным и в дальнейшем. Спасибо большое. Ну, вот я уже сказал о том, что сейчас Павел Владимирович подтвердил, что поправок приходит все больше и больше, свыше 500. И, наверное, совершенно очевидно, все в Конституцию мы не сможем включить, и если в этом необходимость, надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой. Что я имею в виду и как это сделать? Если что-то не помещается в основной закон, или нецелесообразно это делать в основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать там, допустим, несколько кейсов, одну группу направить в Государственную Думу Совет Федерации, вторую группу в регионы и муниципалитеты, и в правительство, безусловно, на предмет, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций для того, чтобы учесть в своей работе для принятия подзаконных актов. Это обязательно нужно проанализировать. Это ни в коем случае не должно уйти куда-то там под сукно. Спасибо. Владимир Владимирович, позвольте? Да, конечно, пожалуйста. Продолжить. Я, Владимир Владимирович, хотел бы остановиться на вопросе. Поскольку мы вносим изменения в Конституцию, мне кажется, он не менее важен. Это процедура внесения этих изменений, порядок рассмотрения и принятия этих поправок. Вот действующая Конституция, как вы сказали в послании, имеет большой потенциал. Потенциал этот не исчерпан, и важно сохранить вот весь тот объем прав и свобод, который есть в Конституции и который подкреплен решениями Конституционного суда Российской Федерации. Основной целью внесения поправок является обеспечить и закрепить те уровни достигнутого и социального, и правового развития, и социальные и правовые гарантии, которые есть у нас сегодня у граждан. Согласно вашему поручению, мы подготовили предложение по порядку, в соответствии с которым граждане, именно граждане Российской Федерации будут принимать участие в голосовании и принимать окончательное решение по поводу данных поправок в Конституцию. Мы понимаем все четко, что мы не затрагиваем положение 1, 2, 9 главы, это специальная процедура, вы тоже на этом вопросе останавливались, но по поводу внесения изменений в главы с 3 по 8, по поводу внесения поправок в эти главы статьи, необходимо, исходя из действующего порядка, конституционное большинство в Государственной Думе, необходимо голосование в Совете Федерации, одобрение этих поправок и в законодательных органах субъектов. Вот это то, что действует сегодня.
Но в целях и расширения форм непосредственной демократии, Владимир Владимирович, это в некотором смысле и обязанность парламента принимать новые формы непосредственного участия населения в решении важнейших вопросов жизни государства. Мы разработали и предлагаем новую форму участия граждан в принятии решения по поправкам в Конституцию – это общероссийское голосование. Вот такая форма сегодня действительно разработана. Требования к процедуре принятия поправок в Конституцию, они, безусловно, снижены быть не могут, но мы можем ввести новые требования. Причем вводить мы эти требования будем именно на уровне закона. Мы проанализировали и действующие положения закона, и, безусловно, конституционные нормы, и все наши законодательные возможности, и пришли к следующему выводу. Мы предлагаем взять за основу закон о выборах президента. Ну, это закон наиболее, он, во-первых, важнейшие вопросы регулирует, во-вторых, он, позвольте сказать, самый свежий, потому что мы действительно внесли туда очень большое количество изменений перед президентскими выборами 2018 года, именно для того, чтобы обеспечить доверие граждан к голосованию. И вот на его базе мы как раз предлагаем разработать процедуру общероссийского голосования данных поправок. Такое решение должно обеспечить определяющее решение именно граждан по поводу поправок в Конституцию. И для закрепления взаимосвязи принятого гражданами решения, а решение граждан именно будет обязательным условием для введения этих поправок в действие, мы предлагаем и текст поправок в Конституцию, и сам порядок общероссийского голосования закрепить в одном законе. Вот это очень важное положение, это действительно новация. Мы долго думали, прорабатывали это со специалистами конституционного права и пришли к мнению, что это оптимальное, Владимир Владимирович, решение в данной ситуации. В целях закрепления проведения общероссийского голосования предлагается включить все положения, связанные с порядком его проведения, во вторую статью закона о поправках. То есть, по сути, Владимир Владимирович, предлагается два этапа. Статья об общероссийском голосовании, но я хочу это отдельно подчеркнуть, не сами поправки в Конституцию. Эта статья должна вступить в силу после голосования в парламенте и после того, как вы, Владимир Владимирович, подпишете соответствующий закон. Подписывая данный закон, вы даете возможность проводить общероссийское голосование. Это очень важно, то, что мы именно на уровне закона эту процедуру вводим. А статья 1, где, собственно, и содержатся сами поправки в Конституцию, которые выносятся для одобрения граждан, вступит в силу только после результатов общероссийского голосования и одобрения, как мы надеемся, гражданами тех предложений, которые есть в этих поправках. Если эти поправки будут поддержаны гражданами большинством голосов, то только после этого, Владимир Владимирович, опять же, это к вам и просьба и предложение, вам предстоит подписать специальный указ, которым вы включите уже одобренные гражданами поправки в текст Конституции. Может быть, немного, Владимир Владимирович, сложная процедура, но, во-первых, указом президента есть уже у нас прецедент. Мы в 65-ю статью Конституции название субъектов, указом именно президента включаем поправки. То есть с конституционной точки зрения мы этот вопрос проработали, и вот то, что предлагается, нам кажется оптимальной схемой. Она соответствует и закону, и Конституции, и мы используем уже те формы конституционные, которые действительно у нас сегодня есть, опробованы и постановлениями Конституционного суда подтверждены. Вашу поддержку просим по этому вопросу. И последнее, Владимир Владимирович, здесь это тоже важно сказать. Конечно же, провести общероссийское голосование непросто. И, наверное, единственный орган, который справится с этой непростой задачей, это Центральная избирательная комиссия. Мы эти вопросы предусмотрели тоже в законе. В законе будут предусмотрены специальные положения, которые дают Центральной избирательной комиссии все необходимые полномочия для этого. Но для того, чтобы начать подготовку к общероссийскому голосованию незамедлительно, Владимир Владимирович, мы вас просим
подписать специальное распоряжение, которое сегодня уже предоставит возможность Центральной избирательной комиссии начать подготовительные мероприятия, потому что работу предстоит тоже провести большую, почти большую. Вы знаете, я же по базовому образованию тоже юрист, но это очень сложно юриста слушать. Как у нас в народе говорят, без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание. Вы знаете, я совсем, что предложит специалиста, любая правовая система – это такой сложный организм, состоит из многих частей, из многих направлений. И государственное право, конституционное право – это особый раздел в праве. И здесь, конечно, ответственность очень большая, здесь нельзя ошибиться ни в чем. Вот как специалисты порекомендуют, я с тем и соглашусь. Важно только, чтобы у нас все было в строгом соответствии с действующим законом и с действующим основным законом. Для меня важно только одно. Вот я сейчас хочу вот об этом сказать и на этом хочу акцентировать ваше внимание. Для меня важно, чтобы, несмотря на относительно простую, относительно все-таки простую процедуру принятия закона о поправках, а это прохождение этого закона в Думе, потом в Совете Федерации, потом в 2/3 субъектов Федерации, в Заксобраниях. Это довольно сложная процедура, но все-таки она такая рабочая. Но имея в виду важность тех вопросов, которые мы выносим на голосование общероссийское, и важность тех новаций, которые мы вносим в основной закон, я полагал, что люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения. И для меня важно не как там в каких статьях что будет написано. Для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной. Вот что важно. А как вы там это пропишете, куда чего поставите, где там какой указ подписать, это уже дело техники. Но по сути важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит закон вступает в силу, и поправки в Конституцию вносятся. И если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут. Такая модель заложена. Да. Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен. Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я это распоряжение договорились. Спасибо большое. Разрешите? Да, пожалуйста. Я извиняюсь. Владимир Владимирович, я хотел бы еще обратить внимание, что в ваших поправках, которые предложили и прошли первое чтение, есть 5-я часть, которая предлагается в статью 75, где говорится об индексации социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом. Мы обсуждали это на заседаниях нашей рабочей группы. Это, так сказать, вызвало достаточно большую дискуссию. Наше предложение состоит в том, чтобы сюда добавить еще индексация заработной платы. Вот это действительно волнует миллионы наших сограждан и было бы полезно. И более того, это могло бы звучать так. В Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом. И дальше все это можно регулировать, естественно, в зависимости от той обстановки экономической, которая у нас складывается. Да, справедливо. Я согласен. Справедливо. Да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, предложенные вами изменения в основной закон всколыхнули, в хорошем смысле, все юридическое сообщество.
В первую очередь, конечно, это специалисты в области конституционного права, но и другие правоведы. Вот я без преувеличения могу сказать, что по всей стране в университетах, научных центрах от Москвы, Петербурга, Екатеринбурга до Владивостока прошли научные сессии, в ходе которых рассматривались поправки. И, как мне кажется, что очень важно, то, что поправки поддержала наша самая массовая профессиональная организация. Это Ассоциация юристов России. Она объединяет сейчас 34 тысячи членов, 84 отделения, Федеральная палата адвокатов, нотариусов, региональные объединения тоже поддержали поправки. И я думаю, что юридическое сообщество в полной мере осознало ту ответственность, которую вы сейчас сказали. Более того, я считаю, что именно они в большей мере помогли рабочей группе, вообще оказали колоссальную помощь нахождении, поиске допустимых юридических формулировок, вносимых инициатив, то есть дали их правовую огранку. Но я вам скажу, что предложенные поправки вызвали очень живой интерес у зарубежных специалистов. Мне, как сопредседателю, было поручено взаимодействие с ними и обобщение мирового опыта конституционных реформ. Но вот могу сказать, что откликнули зарубежные специалисты. Ну, например, австрийские, итальянские, французские указывают, что современным демократиям сопутствует процесс обновления Конституции, что основной закон должен следовать жизни, что он должен подстраиваться под решение новых задач развития общества. И вот интересный сюжет. 6 февраля в Миланском университете прошел круглый стол, посвященный нашим конституционным поправкам. И по результатам запланировали включить их в учебные программы бакалавриата и магистратуры. Так что обновление Российской Конституции и предстоящее голосование уже входит не только в российскую историю, но и в конституционную мировую историю. Вот вы упомянули профессиональное сообщество. Мы все представляем большие профессиональные сообщества. Если позволю, как заместитель президента Российской академии наук, донести идеи научной общественности. Ученые России хотели бы расширить положение Конституции, которые говорят о роли науки. Для этого достаточно много оснований. И я напомню, что Россия исторически является одной из мировых научных держав. Нацеленность на развитие науки была закреплена в предыдущих конституциях. И закрепление конституционного обеспечения сейчас, когда наука, новые технологии рождают новую реальность, создают уже новое будущее для нас, для наших детей, я думаю, правильно это также сделать, создать конституционно-правовой фундамент для развития науки. Кстати, Владимир Владимирович, вы же неоднократно указывали, что развитие науки и новых технологий должны стать ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности страны. У нас есть большой пакет предложений от IT-сообщества. Вот Наталья Ивановна Касперская, член рабочей группы, их обобщала. Они тоже именно в таком ключе. Мы считаем, что 71-72 статью Конституции, в них надо закрепить приоритеты научно-технологического развития. Но этого недостаточно. А в 114 статье наделить правительство полномочием их государственной поддержки. И тогда, я думаю, мы сможем говорить о том, что этот конституционно-правовой фундамент для развития науки, новых технологий будет создан. Вы здесь упомянули по поводу 500 поправок. На самом деле уже больше. У нас каждую минуту этих предложений становится все больше. Это действительно говорит о высокой активности наших граждан, общественных объединений. Есть очень интересные инициативы. Вот если была бы возможность, мы бы были готовы продолжить нашу работу еще 10-14 дней. Но, правда, на днях уже предстоит... Удовольствие будем получать от обсуждения всяких возможных вещей. Надо вносить уже будет что-то, чтобы людям показать, что наша работа может закончиться положительным для них результатом. Вот. Поэтому надо иметь это в виду, но нас ничего не лимитирует, мы никуда не спешим, поэтому все должно быть основательно, ведь мы делаем это и для сегодняшнего, и для будущих поколений, поэтому здесь нужно подойти очень основательно к этому. Вот. Что касается роли науки, согласен, если мы там найдем какие-то формулировки, которые подходят для основного закона, они будут уместны, безусловно. Спасибо. Разрешите? Уважаемый Владимир Ильич, разрешите, пожалуйста. Сейчас. Государственная Дума, Смолин Олег Николаевич. Да. Одно из ваших предложений, которое вызвало, скажем так, всеобщую поддержку, это предложение закрепить в Конституцию индексации пенсий.
Однако при обсуждении вопросов в Государственной Думе мнения юристов разошлись. Одни юристы заявили, что если в Конституции появляется эта норма, то пенсии должны индексироваться всем, в том числе работающим. Другие юристы с этим не согласились. Между тем, мы знаем, что пенсии работающим не индексировались с 2016 года, и сейчас неработающий пенсионер получает примерно на 30% больше, чем работающий. В результате часть людей не оформляется на работу, часть людей просто-напросто, так скажем, вовремя увольняется с работы, потом снова оформляется. Например, за 3 года мы, по официальным данным, потеряли примерно 900 тысяч работающих инвалидов. По нашим оценкам, потери бюджетной системы, если считать все отчисления во все фонды и налоги в региональные фонды, сравнимы с экономией пенсионного фонда. Вопрос: какова ваша трактовка этого вопроса по индексации пенсий, в том числе работающим? И, пользуясь случаем, хочу попросить вас встретиться с руководителями общественных организаций инвалидов и депутатами, которые их представляют в парламенте, как вы это неоднократно делали, по вопросу занятости инвалидов и использования их человеческого потенциала. Спасибо. Такую встречу проведем обязательно. Действительно, мы делали это неоднократно и намерены дальше в таком же ключе работать. Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать. Вот сейчас только зафиксировали, что есть расхождение во мнениях среди специалистов, как и что там, это нужно отфиксировать. Поэтому давайте подождем, пока специалисты скажут свое окончательное слово, и мы выработаем тогда определенный подход. Но это предмет, мне кажется, регулирования на уровне все-таки закона, а не самой Конституции. Там, ведь в Конституции мы детально все с вами не пропишем. Вот что отфиксировать нужно, это нужно то, что те же самые пенсии обязаны государство индексировать. Чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот я о чем хотел сказать, когда выступал с посланием и обратил на это внимание. Вы сами, как депутат, знаете, к сожалению, у нас было неоднократно, когда в законе, в общем законе, какая-то социальная норма прописана, а потом принимается закон о бюджете и вносится в него статья, которой приостанавливаются другие законы. И социальные обязательства сносятся, как говорят, вправо, то есть на следующие годы. Но если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность индексации проводить каждый год, то тогда такой лазейки у правительства уже не будет. Уважаемый Владимир Владимирович. Сейчас, секундочку. Разрешите, Владимир Владимирович, ровно на ту же тему в продолжении. Хованская Галина Петровна, Государственная Дума. У нас предложение от старшего поколения. Мы как раз и предлагаем закрепить норму ежегодной индексации пенсий и учитывать при этом размер инфляции. Вот если коротко смысл этого предложения. И мы вас очень просим его рассмотреть, и в случае вашего одобрения, я думаю, что это будет очень хорошая реакция старшего поколения наших граждан Российской Федерации. Спасибо. Да, спасибо вам за то, что обратили на это внимание. Мне кажется, просто написать ежегодно недостаточно. А если мы решим индексировать 2 раза в год? Не реже 1 раза в год. Да. Спасибо. Так, пожалуйста, Михеева Лидия Юрьевна. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Если можно вернуться еще раз к вопросу общероссийского голосования, это очень волнует все гражданское общество. Я хочу сказать, что сейчас Общественная палата Российской Федерации организовала общественное обсуждение законопроекта о поправке Конституции, и к нам направляют свои позиции палаты субъектов Российской Федерации. Поэтому от имени своих коллег и от имени всей системы институтов гражданского общества я бы хотела обратить внимание на следующее. Конечно же,
мои товарищи, коллеги представляют предложения по конкретным формулировкам конституционных норм, но все-таки в большей мере хотелось бы обратить внимание на те принципы, которым такое общероссийское голосование должно отвечать. И мы здесь, формулируя эти принципы, отталкиваемся от пожеланий граждан. Они уже звучат. Во-первых, обеспечение прозрачности всех процедур как принцип обозначился достаточно четко, и при подготовке той части проекта, о которой сказал уже Андрей Александрович Клишес, которая будет посвящена порядку проведения общероссийского голосования, мы считаем все-таки крайне важным обеспечить уровень требований к процедурам не ниже, чем те, которые предусмотрены законом о выборах президента. Я имею в виду и защищенность бюллетеней, если будут использоваться бюллетени, и наблюдение на участках, и общественный контроль, и все другие достаточно известные и хорошо зарекомендовавшие себя способы обеспечения прозрачности. Это было бы важно для обеспечения легитимности результата такого большого и разностороннего общественного обсуждения. Ну и, кстати сказать, система общественных палат России и Общественная палата Российской Федерации и региональные палаты готовы участвовать и организовывать такое масштабное общественное наблюдение за ходом общероссийского голосования. А второе, что мы слышим от граждан, было бы хорошо, чтобы процедура давала возможность принять участие в голосовании и выразить свою волю всем. И здесь надо подумать об удобстве этих процедур для человека. Мы понимаем, конечно, что наши коллеги-депутаты совместно с Центральной избирательной комиссией эти вопросы проработают. И очень радостно уже услышать, что обсуждается вопрос о том, рабочий день или будний должен быть подобран для этого голосования. Вот многие представители общественности направляли к нам свои обращения и говорили о том, что было бы с точки зрения удобства лучше взять какой-то будний день, сделав его дополнительным выходным. Ну, мы уже слышали вашу позицию. Спасибо. Что касается принципов организации всероссийского голосования, я с вами полностью согласен. Если сделать это на основе закона о выборах президента, мне кажется, что все принципы демократического проведения процедур подобного рода будут соблюдены. На этом, мне кажется, и нужно сделать выбор. Согласен. Спасибо. Владимир Владимирович, разрешите сказать? Да. Это Пушков, Совет Федерации. Владимир Владимирович, в конституциях многих государств преамбула используется для того, чтобы зафиксировать определенные базовые ценностные ориентиры государства, страны и нации. И, как мне представляется, вот было бы исключительно важным, я уверен, что это было бы поддержано гражданами нашей страны, закрепить в преамбуле Конституции статус державы-победительницы России как державы-победительницы во Второй мировой войне. И на это есть, на мой взгляд, три важнейшие причины. Во-первых, победа России во Второй мировой войне – это главное событие, с которым себя идентифицирует вся российская нация, независимо от этнической принадлежности, независимо от различий в политических убеждениях и независимо от возрастных различий. То есть это абсолютная точка, на которой сходятся все граждане нашей страны. 9 мая 1945 года. Вторая причина. Статус державы-победительницы во Второй мировой войне определяет международно-правовое положение России. И это имеет прямое отношение к Конституции как к правовому документу. Мы имеем это уникальное положение постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето, наряду только с еще 5 державами, как хорошо известно. На этом зиждется вся современная международно-правовая система. И мне казалось бы, что упоминание об этом в преамбуле это подчеркнуло бы значение этой уникальной роли России. И третья причина. Сейчас происходит какая-то вакханалия с точки зрения истории. То, что мы слышим из Польши, то, о чем вы говорили недавно, а то, что мы слышим из стран Прибалтики, это уже не просто попытка переписать историю.
предпринимается попытка создать сначала статья, вышла несколько дней назад. Говорят, у России не должен быть статуса державы, победительницы во Второй мировой войне. Она должна каяться, как Германия. Она должна быть в том же положении, как Германия. То есть вот эта альтернативная история, она имеет определенную цель. Это не исторический спор. Это спор о сегодняшнем дне. Если Россия несет ответственность, как и Германия, за Вторую мировую войну, в чем нас пытаются убедить наши оппоненты, и убедить весь мир, тогда Россия не держава-победительница, а страна-изгой, и тогда она не имеет морального права находиться в Совете Безопасности ООН, и тогда она вообще ни на что не имеет морального права, а только должна каяться перед так называемыми новыми победителями. Вот, на мой взгляд, это было бы важно. Важно исторически, потому что закрепило бы важнейший элемент нашей национальной идентичности. Мы тогда выжили в 1945 году. Не выживем мы тогда, ничего бы не было. Ничего бы не было. Это важно в воспитательных целях. Безусловно. Наличие этого положения в преамбуле Конституции будет иметь большое воспитательное значение с точки зрения и патриотических ценностей нашего общества. Это будет и данью памяти тем 27 миллионам погибших, которые отдали свою жизнь за эту победу. И это борьба за международную роль России, за нашу национальную идентичность, за историческую правду и, значит, за будущее нашей страны. Это всего 3 строчки, но мне кажется, что эти 3 строчки исключительно важны были бы для нашего национального самосознания. Спасибо большое. Ну, я вашу позицию разделяю, безусловно, вы не могли это не заметить, я публично об этом все время говорю. Эти попытки переписать историю, они вредны и, конечно, имеют определенный подтекст, понятно. Они, как вы правильно сказали, рассчитаны на сегодняшний, на завтрашний день. Это очевидный факт. Кстати говоря, и вот такое широкое общественное движение, как «Бессмертный полк», он же подтверждает в значительной степени ваши слова, как это глубоко в сердце нашего народа. Благодарность победителям и понимание значимости того, что они сделали для нас, для будущих поколений. Мы должны это чаще повторять. Вот в архивных документах, в том числе в немецких документах, прямо сформулированы цели, которые гитлеровцы перед собой ставили в отношении России. Небольшую часть населения работоспособного сохранить на работах, ну, на рабский труд. Всех остальных, которые не нужны, за Урал на север, то есть на вымирание. Речь шла об уничтожении этноса как такового. У нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда. Именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл. Нужно ли это в Конституции отмечать? И если нужно, то где? Ну, это нужно подумать. Ладно? Сама по себе идея, конечно, хорошая. Спасибо. А можно в развитие вот этой темы? Можно 2 слова я скажу? Я не буду занимать ваше внимание. Я представляю Приморский край, сенатор. В развитии того, что сказал Алексей Пушков. Мне кажется, что это, к сожалению, не нашло отражения в ваших поправках, Владимир Владимирович, уважаемый, но, наверное, это нужно сделать. В статью 72 внести еще один пункт, пункт П под буквами. Там уже 15. Это совместное ведение Совета Федерации и субъекта Федерации. Мне кажется, что нужен еще один пункт внести, который говорит о том, что в совместном ведении должна находиться информационная политика государства. И она должна формировать у граждан уважение к истории и великим победам за независимость своего Отечества, непреложным духовным, семейным и национальным традициям и ценностям. Но еще можно подумать, как дальше это развить. Почему? Потому что, к сожалению, вот когда мы встречаемся с людьми, то чаще всего, ну что это такое за телефильмы на ваших каналах? Там жестокость, насилие, потом вы удивляетесь, что дети бьют своих учителей уже в школе. Ну что такое? И вот это бесконечно слышно. Мне кажется, что нужно нам обязательно в Конституции все же указать о том, чем должна отличаться наша информационная политика, и не бояться этого, потому что мы видим сегодня телешоу политические, где у нас, извините, украинцы начинают оскорблять чуть ли не в эфире Россию, там поляки и так далее и тому подобное. Мне кажется, что нужно это сделать обязательно. Спасибо за внимание. Спасибо. Я хотел сказать, что
историческое сообщество, конечно, полностью поддерживает то, что сказал наш коллега. И, конечно, для нас мнение президента, его выступление по этому поводу дали очень важный сигнал. Мне кажется, мы должны рассматривать и сегодняшнее обсуждение этого, упоминания этого сюжета, как некий наказ. Я поддерживаю то, что сказали, что нам нужно продумать целую серию мероприятий, в том числе и содержательных, научных, информационных, для того, чтобы создать какое-то общероссийское средство и механизм противодействия тем попыткам, которые есть. Я не уверен, что это должна быть конституционная норма. Мне кажется, что это все-таки важный элемент для того, чтобы нам обратить на это внимание. И мы готовы внести предложение, я могу сказать, от моих коллег, мы это обсуждали. Нам очень нравится идея, Владимир Владимирович, ваша о создании центра, где будут собраны важные документы, касающиеся Второй мировой войны как раз, и прочих вещей. И я думаю, что мы могли бы это сделать, и рассматриваем сегодняшнее обсуждение как определенный наказ, который сделан, и в том числе в адрес историков. Спасибо. Спасибо большое. Леонид Михайлович. Владимирович, можно, да? Да. Сейчас, секундочку, Леонид Михайлович. Прошу. Владимир Владимирович, спасибо, что предоставили слово. Хочу сказать, что недруги у нас есть. Читал в интернете. Собрали там музыкантов, актеров, докторов и прочих решать проблемы Конституции страны. Например, цитирую с издевкой. Мацуев сыграет, да? Добрый доктор Рошаль пропишет таблетку номер 6. Поверьте, дискуссия у нас была по-настоящему. Мы были разделены на 5 тематических подгрупп. Спор иногда был недорукопашный, но близко к этому, серьезно совершенно. И каждая подгруппа решала окончательный вопрос голосованием и нередко не единогласно. Вот будет выступать Ольга Юрьевна Баталина и будет озвучивать итоги нашей подгруппы социальной. У меня тоже были предложения не по теме здравоохранения, например, по преподаванию, на каком языке преподавать в регионах. Я предложил в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, могут преподавать и изучать языки проживающих на территории субъекта национальностей. Мне нравится, просто и ясно, но не прошла моя формулировка, и это нормально, но была дискуссия по этому поводу. Теперь в отношении здравоохранения. Вы представляете, Владимир Владимирович, если бы армия у нас сегодня была построена так, как сегодня здравоохранение. Командиров дивизии, армии, рот назначали бы губернатор. Финансирование шло из регионального бюджета, даже с добавкой из федерального. За военную подготовку отвечал бы губернатор и прочее. Мы не предлагаем построить здравоохранение как армию. Мы полагаем, что нам необходима вертикально интегрированная система управления здравоохранением. И губернаторы в этой системе найдут свое место. Я считаю, и не скрываю это, что советская система организации медицинской помощи была одной из лучших в мире. Это было признано мировым сообществом. Она была доступной и, подчеркиваю, удобной для пациентов. И лозунг «врач для больного, а не больной для врача» был основным. И не нужно было бегать с поликлиники в поликлинику. Мы, к сожалению, потеряли управляемость здравоохранения, даже в таком вопросе, как назначение региональных руководителей здравоохранения. Вы, Владимир Владимирович, в конце прошлого года предложили согласовать назначение региональных министров или руководителей департаментов здравоохранения с федеральным министром. А правительство и это похоронило. Это как? Мы не предлагаем менять федеральное устройство. Но сегодня в Конституции только одна статья, 41 во 2 главе, которую мы не имеем права трогать, конкретно посвящена здравоохранению. Речь идет о праве на медицинскую помощь и об оплате медицинской помощи. Поэтому мы постарались сформулировать иные 3 предложения в другие главы Конституции, для того, чтобы как-то выстроить вертикаль управления здравоохранения в современных условиях. Так, это дополнительные к вашим предложениям, так как это дополнительные к вашим предложениям, мы выносим их на суд ваш. Речь идет о статьях, относящихся к
к ведению Российской Федерации, к совместному ведению Российской Федерации субъектов и к местному самоуправлению. Это предложение сформулировано от имени крупнейшего в стране объединения врачей России Национальной медицинской палаты. Первое. Чтобы как-то обозначить вертикаль управления отраслью, мы предлагаем в пункте Е статьи 71 Конституции, определяющей, что входит в ведение Российской Федерации, которое звучит: установление основ федеральной политики и федеральной программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития, добавить установление единых правовых основ организации медицинской помощи. Второе. Следующая наша поправка относится к пункту Ж статьи 72, посвященной совместному ведению Российской Федерации субъектов. В этом пункте речь идет о координации вопросов здравоохранения, защите семьи, материнства, отцовства, детства и так далее. Мы предлагаем дополнить пункт Ж следующим. Координация вопросов здравоохранения, подчеркиваем, включая вопросы укрепления общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи и далее по тексту защита семьи и так далее. Мы не можем довольствоваться только предусмотренным статьей 41 Конституции право на медицинскую помощь. Необходимо формирование здорового образа жизни населения, обеспечение качества и доступности медицинской помощи. За скобками остается вопрос ответственности граждан за свое здоровье, к которому мы никак не можем в течение долгого времени прийти. Третье предложение Национальной медицинской палаты связано с внесением изменений в часть 1 132 Конституции, статьи, где говорится о полномочиях органов местного самоуправления. Это отдельный больной вопрос. Учреждения здравоохранения в местах местного самоуправления оказались в какой-то мере бесхозными. Все передано на уровень субъекта. Только в небольшом числе субъектов вернули здравоохранение вниз. Крыша протекла, дорога разбита, не ходит транспорт, предоставление нормальных условий жизни медицинским работникам, многие социальные вопросы и прочие повисли. С нашей точки зрения, эти и другие вопросы должны остаться за муниципалитетом. Вы сами много говорите о муниципалитетах и о здравоохранении в них, откуда все здоровье России начинается. Но муниципального здравоохранения, как муниципального, практически нет. Еще раз повторяю, все передано на уровень субъекта. В Конституции России в главе 8 о местном самоуправлении ни слова не сказано о здравоохранении. У нас только в 323 законе об основах охраны граждан указано, что муниципалитеты оказывают содействие. Мы тогда выступали против такой формулировки и сейчас выступаем. Соблюдая принцип единого подхода к организации здравоохранения и создания равных условий для получения медицинской помощи на всех уровнях оказания медицинской помощи, и в первую очередь в первичном звене, считаем, что необходимо дополнить 131 статью уполномоченных органов местного самоуправления по обеспечению доступности медицинской помощи. Говорю честно, мы понимаем, что есть богатые и бедные муниципалитеты. Конечно, нужно будет субсидировать бедные из регионального или федерального бюджета. Но здесь уже привет Анатолию Геннадьевичу Силуянову. Разве виноваты жизни бедных муниципалитетов за то, что они живут там? В целом, мы предлагаем первую статью 132 дать в такой редакции. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законы и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы. Мы понимаем, что представленное выше предложение не решает всех проблем здравоохранения, но все же каким-то образом выстраивает вертикаль управления. В целом, Владимир Владимирович, мы выступаем за единую национальную систему управления здравоохранением. И заключительное предложение Национальной медицинской палаты связано с предложением в статью 114.
Это связано с тем, что 114 статья Конституции посвящена полномочиям правительства Российской Федерации, в том числе в сфере здравоохранения. Мы предлагаем в пункте В этой статье сделать акцент на осуществление правительством не просто единой государственной политики в области культуры, науки, образования и здравоохранения, а социальной государственной политики. Мы советовались с юристом на этот счет, и возражений не было. Россия социальное государство, и политика государства должна быть направлена на значимые для общества социальные факторы. Мы предлагаем, согласно следующей редакции этого пункта, правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в России Федерации единой социальной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения и социального. Ну вот, вначале я говорил, что мне предложили в интернете прописать в Конституцию таблетку 6. Вот я ее прописываю. Владимир Владимирович, мы просим вас поддержать предложение Национальной медицинской палаты. Мы каждый день на передовой, мы армия. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Ну, у вас много поправок, много там предложений. Каждая должна быть изучена, тем более, что это важнейшее направление нашей работы здравоохранения. Понятно? Вопрос только, что можно сделать в Конституцию, а что там на другом уровне учесть. Но в целом, конечно, Владимир Владимирович, если можно, все в Конституцию. Ничего по-другому не получится. Посмотрим. Пожалуйста, Владимир Владимирович, можно, сейчас да? 5 Спасибо большое, Владимир Владимирович. Иван, сейчас. Владимир Владимирович, тут упомянули Мацуева, так вот я и от Мацуева тоже. У вас прекрасные поправки, но нам мало. И вот такая троица создалась: Калягин, Мацуев, я и некоторое количество примкнувших членов рабочей группы, которые твердо считают, что культура не вообще культура, наша национальная культура, ее статус должен быть поднят до конституционного. Почему? Исходим из того, что российская культура – это абсолютно узнаваемый во всем мире и в стране, не подверженный инфляции символ нации. Это, в общем, ДНК нации и наше постоянное конкурентное преимущество, причем именно наша национальная культура. Нас в мире узнают и в самые тяжелые и плохие времена, даже когда плохо относятся, по вот таким точкам: Толстой, Достоевский, Чайковский, Щедрин, Солженицын, Малевич, Кандинский, Станиславский, Гамзатов, Искандер, Темирканов, Гергиев, Лихачев, Гранин. Вот по таким точкам, и сразу образ России – это хороший образ России внутри и снаружи. Этот образ надо оберегать, поэтому мы предложили такую поправку в Конституцию, очень короткую, о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа Российской Федерации, поддерживается и охраняется государством. Наш опыт жизни после 1993 года показал, что государственная защита культуры – это вещь, которую нужно произнести и осуществлять. Тогда, вот как записано в Конституции, она обеспечит нам культуру как основу собственного чувства, собственного достоинства всей нации на основе культуры. Кажется, что сегодня это очень важно именно для статуса нашей страны и внутреннего понимания, каков он, этот статус в мире. Спасибо. Вы очень точно сказали. Культура – это ДНК нации. Это то, что делает нас многонациональным российским народом, показывает нашу самобытность. Это совершенно очевидно. Ну, подумаем, как это сделать. Владимир Ильич, можно, да? Да, Иван Ильич. Значит, я хочу обратить внимание на поправки, которые мы обсуждали. И, ну, к сожалению, лица, которые имеют к ним более прямое отношение, убеждены в одном, а мы, простой народ, убеждены в другом. И мы считаем, что Конституцию пишут для граждан России, а не для особо одаренных, имеющих специальное образование, обладающих специальными знаниями и так далее. Она должна быть понятна для людей, прежде всего, и люди, когда пойдут на голосование, должны делать осознанный выбор. Вопрос касается 102 статьи. В действующей Конституции 102 статья «Ведение полномочий Совета Федерации Государственной Думы» носит конкретный характер по всем принимаемым вопросам, которые так или иначе подлежат принятию решения. Сегодня предлагается в Конституцию внести некую новую дефиницию, то есть Совет Федерации проводит консультации. И мы считаем, что такой фразы, как проведение консультаций, неопределенной, имеющей двойное толкование, либо относительное, так сказать, решение, не должно быть.
И когда мы говорим о том, что в поправках, что проведение консультаций по предложенным президентом Российской Федерации кандидатурам на должность генерального прокурора, заместителя и так далее, либо проведение консультаций по назначению на должность силовых министров, это не совсем верная позиция, должна быть, наверное, более конкретная позиция, это дача согласия, потому что она подразумевает некую ответственность Совета Федерации за принимаемые решения. А проведение консультаций – это не определенная дефиниция, ни из кого из членов Совета Федерации я, как гражданин России, не могу спросить, какие у вас консультации были, о чем вы говорили, за чашкой чая, за рюмкой коньяка, как вы консультировали, почему то или иное решение прошло. А если президент носит кандидатуру, вы дали согласие, ну тогда вы отвечаете, соответственно, за принятое решение. Поэтому мне кажется, что вот на это нужно обратить внимание. И поскольку в сегодняшней Конституции нету каких-то относительных понятий при принятии тех или иных решений. И я бы просил сказать, тоже на это обратить внимание, потому что, ну, Владимирович, мы вас знаем, мы вам доверяем, понятно, ваш рейтинг, ваша воля, знания и понимание, да. Но, простите меня, мы же Конституцию пишем на будущие периоды. Мы не можем гарантировать, кто после вас придет в результате альтернативных выборов и так далее. И если придет какой-нибудь умный, который проведет консультации, выполнив как бы норму, да, а дальше примет самостоятельное решение. Потому что проведение консультаций ни к чему не обязывает. Мы поговорили, посидели, разошлись, а дальше я принял решение. То есть и вот такие формулы, они, на мой взгляд, они не конституционные. Это относительные понятия, которые не должны быть в Конституции, которые мы хотим принять, обсудить и людям объяснить, за что нужно голосовать. Спасибо. Это конституционная норма, и во многих странах применяется. И консультации понятно, что такое. Это не между собойщик за рюмкой чая. Это совсем другая история. Значит, напоминаю, что сегодня руководители силового блока вообще не появляются публично и ни перед кем не отчитываются. Назначаются президентом, с ним встречаются и докладывают о результатах своей работы. Все. Вот я предложил на первом. В целом, конечно, утверждение всех должностных лиц различными палатами парламента – это вполне обоснованная вещь. Но имея в виду, что сегодня вообще не проводится никаких публичных мероприятий в этой связи, а предложено провести консультации, это уже появление кандидатов на эти должности в общественном пространстве и с определенными отчетами. И я не согласен с вами в том, что это пустой звон. И президента это будет ограничивать, в том числе и будущего. Вот человек пришел, промямлил что-то невразумительное на этих консультациях и, громко хлопая калошами, удалился в отпуск в сторону моря теплого. Такого человека президент не назначит. Я вас уверяю, в этом есть смысл, на мой взгляд. Поэтому на первом этапе мне кажется, что этого достаточно. Но не исключаю того, что в будущем можно было бы перейти к более жесткому регулированию при приведении этих должностных лиц к своим служебным обязанностям, вплоть до утверждения. Мне кажется, что на первом этапе, вот как первый шаг на этом направлении, этого пока достаточно. А в таком случае какова ответственность Совета Федерации по результатам консультаций? Вот в этом и смысл, в том, что люди смотрят на этого человека, с ним общаются, дают свои рекомендации главе государства. И вот так просто отмахнуться от этих рекомендаций никому не удастся. Владимир Владимирович, разрешите? Да, пожалуйста. Баталина. Вот Леонид Михайлович уже упоминал о нашей социальной подгруппе, и вопросы здравоохранения, культуры прозвучали. Вы пригласили граждан стать авторами поправок, и сегодня на этом сделали особенный акцент. Они стали авторами поправок, и вот как раз в социальную подгруппу очень много идет предложений от рядовых граждан. Они пишут на почту депутатам, обсуждают в социальных сетях, на приемах граждан. Все члены рабочей группы большое количество встреч провели в регионах. Поэтому вот этот процесс гражданского авторства, он, поверьте, стартовал и идет довольно активно. О чем просят граждане? Понятно, что их предложения преимущественно социального характера, то, что они своей повседневной жизнью связывают, и понимая высочайший статус каждой нормы, каждой буквы Конституции, конечно, они хотят внести в Конституцию то, что для них значимо, то, что они хотят оставить навсегда, защитить, как-то сберечь. И одна из ключевых тем – это поддержка семьи. Семья, все, что связано с семьей, вот для подавляющего, да для абсолютного большинства россиян всех возрастов, это главная ключевая ценность.
И, конечно, они считают, что сегодня эти вопросы в Конституции должны быть еще более выпукло отражены. Вы знаете, значение семьи вообще с годами возрастает. Люди все более ответственно относятся к рождению детей. Они очень внимательны к вашим инициативам по поддержке семьи. Очень много сейчас идет вопросов, просьб с разъяснениями по всем новым мерам поддержки, которые прозвучали в послании. Мы такие консультации, конечно, проводим. Понятно, что когда Конституция писалась в 90-е годы, в начале 2000-х, проблемы у людей были другими. Работы не было, зарплаты были проблемы, пенсии с перебоями. Поэтому и, наверное, нормы, связанные с семьей, были вот отражены ровно так, как они сегодня записаны в статьях. Но сегодня ситуация другая, и вы говорили, что Конституция должна быть живой, в ней люди должны видеть свои ключевые ценности, она должна отвечать на их общественный запрос. Запрос в том, чтобы поддержка, защита семьи была в государственной политике одним из ключевых приоритетов. Чтобы люди это понимали, чувствовали, чтобы они видели это в деятельности правительства Российской Федерации. Ну, вы знаете, сегодня даже само понятие семьи, как, может быть, это не казалось бы странным, требует тоже защиты. Но я не знаю, но лет 10 назад я точно не могла бы даже предположить, что там, на смену простым, понятным для нас словам там, «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель номер один», «родитель номер два». Да? Сегодня же это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран. И, конечно, не в нашей стране. И этим тоже, наверное, вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, даже в Конституции напрямую прописать, что семья – это союз мужчины и женщины. Вообще поправки же очень разные поступают. Они объединены общим духом, но тексты, конечно, у авторов отличаются. Но вот проанализировав в рамках нашей рабочей группы все поступившие такие семейные поправки, я предлагаю дополнить в Конституции полномочия правительства Российской Федерации, это статья 114, следующей нормой. В полномочия правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи, традиционных семейных ценностей. Очень рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо. Ну, да, надо подумать, и я, в принципе, согласен с этим, надо только понять, где, в каком виде это сделать. Позволю с вами немножко подискутировать, пополемизировать. Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это не полная семья? Что тогда? Значит, давайте надо уточнить некоторые вещи. Брак – это союз мужчины и женщины. С семьей немножко там по-другому, но идея сама по себе идея правильная и должна быть поддержана сама по себе. Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать. Что касается родителя номер один, родителя номер два, я уже как-то публично говорил, и повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителя один, будет папа и мама. Позвольте. Владимир Владимирович, спасибо за возможность выступить самому молодому члену рабочей группы. Я представляю Всероссийское движение «Волонтеры Победы» и могу сказать, что тема Конституция вызвала огромный интерес не только у юридического сообщества, но и у молодежи, у волонтерского сообщества. Я хотела бы озвучить одно из предложений. В 90-е годы, когда писалась Конституция, понятно, что вообще тема добровольческой деятельности, ее никто не обсуждал, эту тему. Ну и понятно почему. Я помню 2009 год, когда впервые стала волонтером, и мы в Петербурге делали проект по помощи блокадникам и ветеранам. И я помню, как нас не понимали, как нас не поддерживали и не доверяли. И сегодня все изменилось. Сегодня для многих жителей нашей страны волонтерство стало нормой жизни. И добровольчество сегодня – это не просто
не только помощь другим людям. Добровольчество сегодня объединяет огромное количество людей разных конфессий, национальностей, политических взглядов, разных возрастов. У нас, кстати, в движении самому взрослому волонтеру Победы 96 лет, это участница Великой Отечественной войны. Вот вам и связь поколений. И иными словами, волонтерство сегодня является центром, такой точкой притяжения, консолидации нашего общества. И мы хотели бы предложить закрепить в 114 статье, добавить пункт о дополнительных полномочиях правительства Российской Федерации, о мерах поддержки по именно волонтерской деятельности. Как нам кажется, это, с одной стороны, закрепит важность волонтерской деятельности, важность этой ценности в нашем обществе, но и, с другой стороны, как мы знаем, волонтерство поддерживалось не всегда, но закрепление это в Конституции поможет системно, постоянно оказывать поддержку со стороны государства волонтерам. Спасибо. Ну, вы правы, не было тогда этого движения, даже и понятие было какое-то для нас совершенно размытое. Сегодня это востребовано. Я, наверное, дополню, раз уже наша половина начала говорить, мы тут в уголочке, нас плохо видно, но, тем не менее, надеюсь, что слышно. Вы знаете, что я с вами согласна с тем, что у нас, на самом деле, очень хорошая Конституция, и важно не принимать ситуативных решений, взвешивать каждую запятую, каждое слово, но при этом время действительно изменилось, и вырос не только запрос на большую сбалансированность органов власти, но, например, вырос целый отдельный сектор, которого не было в 90-е годы. Я говорю о третьем секторе, о секторе некоммерческих организаций. Действительно, вот продолжая тему Ольги, сегодня огромное количество людей занято вот в этом самом третьем секторе, и они решают вопросы детей и взрослых, которые оказались в беде, решают вопросы просвещения, экологии, правозащиты, развития территории, всего, что позволяет, на самом деле, каждому из нас лично вовлекаться и чувствовать себя ответственным за изменение того общества и той страны, в которой мы живем. Это реально очень значимый сегодня сектор, которого в Конституции просто нет нигде сегодня, потому что, конечно же, когда ее писали, он только-только начинал, как-то зарождался, начинал формироваться. Мы предлагаем внести 72-ю статью совместного видения, естественно, потому что это задача и федерации, и субъектов, задачу содействовать развитию общественных организаций, то есть уже саму формулировку можно потом отточить, но главное, чтобы наш третий сектор там в каком-то виде появился. И еще я хочу сказать, что на самом деле мы часто видим, НКО очень активно выступают, на самом деле, показывая разные проблемы государственной политики, действия конкретных органов власти, и часто это вызывает нарекания. И мне хочется сказать, на самом деле, что критика и вот та самая обратная связь, которую дает НКО, это прекрасный, чудесный инструмент, это барометр, который показывает, где реально что-то не работает. И по-хорошему любой чиновник должен быть безумно благодарен тому, что он это слышит, потому что аналитика реальная, чтобы вот этот срез увидеть, стоит огромных денег, а тут тебе бесплатная, качественная обратная связь снизу. Мне очень хочется, чтобы мы не начали делить НКО на правильных, которые поддакивают, и неправильных, которых критикуют. Чтобы вот это есть регионы, есть, к сожалению, иногда тенденция. Нам очень важно научиться слышать эту критику с благодарностью, на самом деле, потому что это самая настоящая обратная связь. И можно маленький момент от себя, потому что мы еще, эта дискуссия нашла все это время, но она не закончилась никаким результатом. Когда вы предложили ограничить гражданство, в том числе и в прошлом, того, кто готов подавать свою кандидатуру в президенты Российской Федерации, мы на самом деле дискриминируем этой нормой всех наших граждан бывшего Советского Союза, которые вернулись в Российскую Федерацию на проживание, включая, например, меня. Я была вообще не гражданином Российской Федерации, не гражданином никакой страны, потому что я была не гражданином Латвии, но есть огромное количество людей, которые были гражданами всех бывших стран Советского Союза. Мне кажется, что вот эту дискриминацию в этой норме надо убрать. Над этим еще стоит поработать. Спасибо. Можно, конечно, это убрать. Вы знаете, когда я думал над этим, у меня были сомнения по поводу именно граждан бывшего Советского Союза, которых мы как-то ограничиваем. Это правда. Я сознательно, все-таки после определенных раздумий, предложил эту норму. Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны, самой большой в мире территории, самой большой в мире территории. Поэтому этот народ, русский народ и все народы, населяющие Российскую Федерацию, должны быть уверены, что человек, который встает во главе российского государства,
не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа. Владимир Владимирович. Да. Сейчас, секундочку. Можно? Да. Владимир Владимирович, спасибо. Я хочу продолжить тему того, чего не существовало в 90-е годы, когда писалась Конституция. Это информационное пространство. Здесь уже затрагивали немножко. Мы тоже разработали с небольшой группой экспертов IT-отрасли поправку, касающуюся статьи 71 главы 3, куда мы предлагаем внести вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации, норму о том, что в ведении федерального центра находится не только оборона границы, недр и так далее, но и информационные технологии и оборот данных. Потому что оборот данных и граждан, защита данных граждан – это, как мне кажется, дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства. И уже в дальнейшем это позволит формировать актуальную нормативно-правовую базу для других законов, обеспечить единый подход к правам и свободам граждан на всей территории Российской Федерации. Прошу вас поддержать. Согласен, это важно. Так же, как и важно упомянуть НКО. Вы не слушаете меня, да? Так же, как важно упомянуть НКО. Я согласен с вами, в этой части согласен полностью. Так, сейчас, секундочку, вот здесь я к записочкам обращусь, ладно? Бурлаков Сергей Владимирович. Владимир Владимирович. Уважаемый Владимирович, я представляю Приморский край, председатель законодательного собрания, ролик. Вы Бурлаков? Нет. Владимир Владимирович, я справа. Бурлаков выступил? Спасибо. Я, наверное, тоже выступлю в защиту, кого и чего чуть позже. После первой нашей встречи я через средства СМИ, конечно же, люди узнали, благодарили, поздравляли. Я вас благодарю за то, что доверие наделили войти в эту группу. И очень много и каждодневно поступает вопросов. Я просто сам их попросил, что вас интересует, что бы вы хотели. И вот номером один я бы хотел, вот коллега Баталина Ольга Юрьевна, тоже в защиту. Тема защиты такая, что воспитание у подрастающего поколения толерантного отношения к животным, к природным ресурсам. Сегодня это очень важно, как никогда, чтобы мы, вот, взрослые, воспитывали своих детей отношение к живому миру, к тому, что вот нам досталось от предков. И чтобы не повторялось таких вот вещей, как хабаровские девочки-живодерки. И вот мое предложение, наше предложение такое. Дополнить основной закон положением не только о праве людей на благоприятную окружающую среду, но и пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным. А так как я еще являюсь заводчиком двух, такая порода собак очень редкая в России, английские мастифы, они у меня чемпионы России. На будущее хотел бы всего вас подарок просят, пишут письма, как Деду Морозу. Если можно, при следующем помете я вам щенка подарю, английского мастифа. Как кормить будем? Уж большой такой. Здоровая собака-то, да? Собака на планете Земля и самая древняя. Они замки охраняли. Английский мастиф. Замки охраняли, что они делают? Да. Это королям дарили такие подарки. Спасибо большое за этот подарок. Благодарю. Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране в частности. Спасибо. Можно высказать? Уважаемый Владимирович, в Приморском крае, в том числе в Владивостоке, как отметила Талия Юруловна, идет активное обсуждение внесенных вами поправок в Конституцию. Поступающие предложения мы рассматриваем на специально созданном при законодательном собрании Приморского края экспертном совете, куда вошли авторитетные ученые, юристы, депутаты, члены общественной палаты. Ряд наших предложений мы направили в рабочую группу. Одно из них я хотел бы озвучить и на ваше рассмотрение. Владимир Ильич, вы неоднократно
подчеркивали о том, что власть и чиновники должны быть ближе к народу, уметь слушать и слышать людей. И вот с учетом этого, в целях совершенствования организации публичной власти, нам и предлагается статью 70 Конституции дополнить нормой, в соответствии с которой местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой, кроме Москвы, город, определенный федеральным конституционным законом. Это позволит размещать федеральные органы не только в Москве, но и в других субъектах федерации, что, на наш взгляд, будет способствовать укреплению связей федеральных чиновников с территориями и проживающими, самое главное, там людьми. Кроме того, это повысит роль регионов в выработке важных решений государственного значения. На необходимость последнего, Владимир Ильич, вы обращали в своем послании Федеральному собранию. Спасибо за внимание. Да, но мне кажется, у нас норма уже действует. Это, в целом, если вы полагаете, что нужно в Конституции закрепить, наверное, можно это тоже сделать. Я ничего против не имею. Это, вот, знаете, смотрите, у нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда и весь Верховный суд перенести. Именно вот для того, чтобы сосредоточить центральные органы власти, судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится. Спасибо. Горгунг Валерий Карлович, пожалуйста. Спасибо. Владимир Владимирович, я здесь. Ну, мы действительно после принятия закона в первом чтении, мы все разъехались в регионы, общались с гражданами, выясняли их отношение к предложенным вами поправкам. И хочу сказать, что самый большой отклик вызвали поправки, внесенные в статью 75, это поправки социальные. И скажу, что больше всего людей это беспокоит, это на первом месте, это безусловно. Я хочу вот коллег своих и Смолина, и Хованскую поддержать, что их людей беспокоит все-таки порядок индексации пенсий, и работающих, и неработающих. Понятно, что у юристов мнения разошлись, но вот я думаю, что при агитации за то, чтобы люди пришли на избирательные участки и проголосовали, у нас будет очень много мотивов, ну, скажем, мотивации будет гораздо больше, если мы все-таки ответ на этот вопрос получим. Но еще есть такая тема, которая, к сожалению, пока не нашла отражения в Конституции, которая людей очень волнует. Особенно это волнует регионы промышленно развитые. Это экологическая тема. У нас в Конституции про экологию всего одно слово. В 114 статье в полномочиях правительства просто экология и все. Ну и вот коллега Бурлаков только что сказал, он говорил о животном мире, и я предлагаю в полномочия правительства в статью 114 в пункт В внести такую поправку, расширить, скажем так, полномочия, закрепить такое положение, что правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на создание на создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан, сохранение уникального природного и биологического разнообразия страны, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, создает условия для развития системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры граждан. Но учитывая, что мы самая большая страна в мире, у нас самые большие леса, у нас самые большие запасы пресной воды, и по большому счету от того, как мы будем относиться к своей стране, зависит вообще судьба не только нашего народа, но вообще всей планеты. Спасибо. Я уже свое мнение, отвечая вашему коллеге слева от вас, высказал, поэтому вопросу в целом. Надо просто, да, я считаю, что это правильно, целесообразно подумать, в каких выражениях и где конкретно это отметить. Можно высказать пару слов? Машков Владимир Львович. Да. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены рабочей группы. У меня творческое предложение. Территория России – это не только земля, но, как мне кажется, еще и территория культур разных, уникальных. В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения, связанные они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова
некоторых зарубежных политологов о том, что пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется прекрасная формулировка «окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. В связи с этим я могу не совсем точно сформулировать, юристы помогут и направят. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя, железобетонно. Спасибо. А говорите, нужно какие-то юристы. Здесь вот так как-то, если напишем в Конституции, вот это будет. Провел много времени с уважаемыми людьми. Да. Но у нас переговоры, тем не менее, проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Сама по себе идея мне нравится. Так что давайте вот юристам. А можно я через запятую просто... Сейчас, секундочку. Юристам поручим, попросим их сформулировать это должным образом. Спасибо. Да. Владимир Ильич, это Прилепин. Я вот здесь, вот, да. Продолжая тему, как травмированный распадом Советского Союза человек, я, во-первых, конечно же, поддерживаю предложение Владимира Машкова и считаю, что земля святая, а во-вторых, так как у нас самые большие богатства, может быть, как-то зафиксировать то, что Россия является ядерной державой, потому что мало ли какие люди придут с пацифистскими наклонностями и вдруг захотят резко разоружиться. Мы никогда от этого не застрахованы. И другая тема, опять же, связанная с распадом Советского Союза, это тема положения соотечественников за рубежом. Вот, скажем, у Израиля прямо прописано в основном законе, что Израиль отвечает за диаспору. Так или иначе, можно какую-то мягкую формулировку придумать. Тем не менее, 20 миллионов человек, которые оказались за пределами страны, они как-то не делали этого выбора или даже были против такого выбора. И сделать вид, что мы их не помним и о них забыли, тоже не совсем корректно с нашей стороны. Поэтому земля святая и сограждане тоже нам дороги. Спасибо. Можно про граждан, безусловно, надо подумать, как это, если отражать, то каким образом. Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли взять в Конституции, потому что ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня. Вопрос в том, что мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения. Всегда. А это может быть не обязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах. Может быть еще что-то, о чем сейчас, думаю, не к месту будет говорить, но чем занимаются наши ученые, чем занимается промышленность. Поэтому ядерный статус – это не вечный, как говорил один специалист в области энергетики. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а появились новые технологии. Так и в оборонной сфере. Когда-то, может быть, ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным. Над этим работают некоторые эксперты за рубежом, чтобы сделать оружие ядерное бессмысленным для его обладателей. Ну вот, например, система противоракетной обороны, которую вы хорошо знаете, она как раз на это и направлена, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленные их попытки это сделать и бессмысленными траты, которые они уже произвели, многомиллиардные. Но это то, что она должна быть на шаг впереди по оборонному потенциалу нашей страны, это точно. Надо ли это в Конституции писать, я просто сейчас не уверен. И повторяю еще раз, ядерный статус очень важен сегодня, еще долгое время будет важен, но так будет не всегда. Позвольте, Владимир Сейчас, секундочку, записочки. Значит, Ольга Амельченкова.
Да, вы уже говорили. А можно еще от лица молодежи? Да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, по данным Росстата, у нас в стране проживает 37 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это почти 25% населения нашей страны. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за внимание этой категории граждан, за поддержку и за возможности, которые нам дает государство. Вместе с тем в Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике. И это является одной из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер. У нас федерального закона нет. 78 субъектов имеют свои базовые законы. Более 1000 нормативно-правовых актов принято разного уровня, где есть упоминание молодежной политики. И от лица молодежных общественных объединений страны мы предлагаем закрепить в Конституцию то, что молодежная политика является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Мы убеждены, что России нужна скоординированная молодежная политика, которая должна быть нацелена на выявление потенциала молодежи, на ее поддержку, начиная со школьного возраста и до процесса профессионального становления, периода профессионального становления. Мы надеемся на вашу поддержку. Спасибо. Можно. Да, я согласен с вами. Идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое. Афонин Юрий Вячеславович. Уважаемый Владимир Владимирович, я думаю, что все коллеги подтвердят, что очень хорошо, что началась общественная дискуссия среди населения, представителей общественных организаций по поводу изменений в Конституцию. Коммунистическая партия Российской Федерации, которую я представляю, всегда выступала за необходимость изменений Конституции. Мы в первом чтении поддержали всей фракцией принятие закона о поправке. И тоже подключились к обсуждению, получили предложения от граждан, наших активистов, депутатов региональных парламентов. И в Государственной Думе представили свои предложения, внесли их в рабочую группу, а Геннадий Андреевич Зюганов сформулировал 15 основных предложений. Я согласен с коллегами, что, конечно, основные темы, которые звучат от населения, это вопросы социальной политики. Пенсии, зарплаты, пособия, стипендии. Очень важный вопрос, который ставят граждане, это, конечно, использование природных ресурсов в интересах населения нашей страны. Есть тема, конечно, высоких тарифов ЖКХ, есть тема, связанная с судебной реформой и необходимости, конечно, более честных, прозрачных выборов. Но работая в подгруппе, которая занималась федеральными органами власти, мы с нашими коллегами прорабатывали серьезные вопросы, связанные действительно с балансировкой системы госорганов. И выступаем и поддерживаем идею усиления роли парламента, но есть очень важная функция у парламента, она важная функция не только в Российской Федерации, но и во всем мире, это парламентский контроль. У нас сейчас есть федеральный закон, но, к сожалению, этот федеральный закон не так действует, как хотелось бы. Поэтому есть такое предложение внести в Конституцию отдельную статью, которая говорит о парламентском контроле, а коллеги из регионов, председатели Заксобраний могут это положение уже в том числе транслировать и на принятие соответствующих законов на месте. Это и борьба с коррупцией, это и дополнительный контроль над властью. Спасибо. Можно? Мне кажется, что это интересно. Правильно. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, в послании Федеральному собранию вы обозначили новый подход к роли местного самоуправления в системе публичной власти. Местное самоуправление, оставаясь самой близкой к населению властью, встраивается в эту единую систему публичной власти. Мы в процессе работы нашей подгруппы «Единая публичная власть. Местное самоуправление» получили очень много предложений от граждан России, от членов рабочей группы, касающихся организации местного самоуправления в Российской Федерации. И вот на основании этого я предлагаю закрепить в Конституции ряд положений, конкретизирующих статус и роль местного самоуправления, а также их взаимодействие и взаимоотношения с органами государственной власти. Первое. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которого устанавливаются федеральным законом. Потому что были предложения там включить районы и многие другие еще. Мне кажется, это вот такая формулировка наиболее оптимальная. Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и местных
традиций. Третье. При сохранении подхода о том, что структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно, я предлагаю уточнить, что это должно происходить в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленного федеральным законом. Далее. Предлагаю закрепить право участия органов государственной власти в организации местного самоуправления, в назначении и освобождении от должности руководителей должностных лиц местного самоуправления в случаях и порядке, также установленных федеральным законом. Далее. Предлагаю закрепить федеральным законом особенности осуществления публичной власти на территории городов федерального значения, административных центров столиц, субъектов Российской Федерации и на других территориях. Мы это обсуждали, и тоже группой было поддержано. Предлагаю закрепить право введения в действие органами местного самоуправления. Извините, пожалуйста. Прописать города федерального значения, или я просто прослушал? По городам. Особенности организации публичной власти на территории городов федерального значения. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и столицы областные центры, вернее, регионов. И было еще предложение о других территориях, которым можно было придать статус федеральный. Но я думаю, что это вот можно над этим работать. Предлагаю закрепить право введения в действие органами местного самоуправления местных налогов и сборов и решения иных вопросов местного значения в соответствии с федеральным законом. И последнее. При наделении органов местного самоуправления федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации отдельными государственными полномочиями обязательным условием должна быть передача финансовых и материальных ресурсов для исполнения этих полномочий. Спасибо. Ну, последнее у нас есть уже прописано в законе. Значит, но в целом я согласен. Надо, естественно, проработать. Просто так мне на слух сложно воспринимать. Но хочу вас поблагодарить за то, что вы на это обратили внимание. Потому что нам нужно встраивать местное самоуправление в общую систему публичной власти, но не лишая местное самоуправление тех прав, которыми они пользуются сегодня. Вот это нужно здесь быть очень аккуратным. Но в целом я согласен. И спасибо вам большое за эти предложения. Сейчас, одну секундочку, я еще к записочке обращусь. Еще Нилов Ярослав Евгеньевич. Спасибо. Прежде всего, хотел бы поддержать все прозвучавшие от своих коллег по Госдуме предложения социального характера. И спасибо, что вы уже частично поддержали. Действительно, в регионах, проводя общественное обсуждение, больше всего, особенно неполитизированную часть участников, волнуют именно социальные вопросы. И в Ненецком округе, это север страны, и в Смоленской области, это центральная Россия, на эти вопросы больше всего внимания обращали граждане. Я хотел бы озвучить одну идею и, как говорится, посоветоваться, насколько можно было бы ее погрузить в текст Конституции. Связана она больше, наверное, с идеологией, которая близка фракции ЛДПР, которую в парламенте я представляю. Вопросы геополитики, они являются для нас одними из приоритетных. И постоянное взаимодействие, особенно с ветеранскими организациями, также подчеркивает значимость того предложения, которое сейчас я озвучу. В тексте Конституции 1993 года в преамбуле указывается про то, что Российская Федерация – часть мирового сообщества. Да, действительно, мы часть мирового сообщества, но по сравнению с 1993 годом страна заметно изменилась, у нас другой потенциал – и ядерный, научно-технический, военно-промышленный. И, наверное, роль России в современном мире, она уже иная. И, может быть, подумать над тем, чтобы каким-либо образом, может быть, тонко, аккуратно подчеркнуть именно вот эту вот идеологическую составляющую в новом геополитическом измерении, подчеркнув роль миротворческого государства, сдерживающую роль от возможных серьезных угроз, от глобальных военно-политических конфликтов, или роль по обеспечению глобальной безопасности для всего человечества, всей планеты. Конкретных юридических формулировок пока предложить не могу, и нужно с юристами подумать в случае поддержки концептуальной, каким образом можно было бы это оформить. А как идея, вот я хотел бы это озвучить. Спасибо. Россия, как известно, является страной-основательницей Организации Объединенных Наций, 75 лет, которые мы будем отмечать. И
и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Вот имея в виду наш, в полном смысле этого слова, особый статус на международной арене, мы, конечно, можем какие-то идеи в этой связи сформулировать, но вы тоже подумайте над формулировками, потом к этому еще вернемся. Хорошо? Спасибо большое. Позвольте. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, Калинин Александр Сергеевич, руководитель «Опоры России». Все члены рабочей группы мы проехали многие регионы Российской Федерации. Я лично был в Крыму. И вот крымчане говорят, они хотели, чтобы я поблагодарил вас за то, что опыт Крымской Конституции, он в том числе учтен в тех поправках, которые вы предложили. В частности, именно в Конституции Крыма они уже давно, с 2014 года, утверждают вице-премьеров и министров отдельных на парламенте. Поэтому они благодарят, что вот лучшая российская практика, она была в том числе использована в ваших поправках Конституции. Я входил в рабочую группу по органам государственной власти, и у нас была большая дискуссия по 104 статье. Это кто обладает правом законодательной инициативы. Очень много было предложений. Но вот в частности, то, что мы предлагаем, создан целый институт уполномоченных при президенте. По правам человека прежде всего, по правам предпринимателей, по семье. И были предложения, что как минимум уполномоченный по правам человека, поскольку он действует по отдельному федеральному конституционному закону, обладал правом законодательной инициативы. Возможно, там будут еще какие-то дополнения, но вот с нашей точки зрения, вот особенно уполномоченный по правам человека, как это во всем мире принято, он бы мог обладать правом законодательной инициативы. Благодарю вас. Вы предлагаете это прописать в Конституции? Да, это 104 статья Конституции. Ладно, надо подумать. Хорошо, пожалуйста, кто еще? Пожалуйста. Владимир Владимирович, я не чисто социально-экономический сюжет хотел поднять, а юридический, хотя не являюсь юристом. Есть 7 глава Конституции «Судебная власть». Очень хотелось бы, чтобы в ней была упомянута система негосударственного регулирования споров. Речь идет об арбитражном третейском разбирательстве. Уже несколько лет идет реформа арбитражного третейского разбирательства. Она показала свою эффективность. И, в принципе, упомянуть, что кроме государственной системы разрешения экономических и хозяйственных споров есть негосударственная система, было бы правильно в контексте повышения роли и гражданских, и негосударственных институтов. Спасибо. Спасибо. Слушаю. Прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы поднять вопрос, который носит отчасти юридический характер, но не только. Мне кажется, он принципиален. Это вопрос о том, говорим ли мы о поправках в преамбулу Конституции. С одной стороны, в Конституции нет механизма внесения изменений в преамбулу, 9 глава никак не регламентирует. И мне кажется, что преамбула, которая содержит самые фундаментальные, ценностные, исходные начала Конституции, она даже еще более важна, чем положение 1 и 2 глав, которые, как вы сказали, мы не трогаем и которые остаются для нас еще пока с неисчерпанным потенциалом Конституции. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что в данном случае вопрос и, как я уже сказал, не только юридический, это вопрос согласия нашего общества по поводу тех ценностных ориентиров, которые в преамбуле зафиксированы. И мне кажется, что в Конституции должны быть зафиксированы именно те ценностные установки, которые разделяют все, которые можно считать результатом общественного компромисса, согласия, для того, чтобы каждый гражданин считал Конституцию вместе с гербом, флагом и гимном символом нашей страны и мог по праву гордиться ею. Спасибо. Вот надо понять, в чем конкретные идеи предложения. Может быть, не обязательно преамбулу трогать, может быть, можно в ткань Конституции там, это внедрить. Надо просто прикинуть то, что вы предлагаете по сути. Вот в следующий раз сформулируйте свои предложения и посмотрим, да или нет. Если да, то где это зафиксировано. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы поддержать нашу коллегу Ольгу Юрьевну Баталину в просьбе упомянуть брак именно как союз мужчины и женщины.
и від Владимира Львовича Машкова в включении, собственно, в Конституцию нормы об ответственности, о недопустимости отчуждения территорий. Существует также формулировка о неделимости суверенитета. Может быть, это добавить как раз в статью о том, что должны, собственно, обеспечивать государственные органы власти. Также хотел бы предложить усилить роль русского языка в Конституции. Русский язык – это один из мощных факторов единения нашей страны. Это величайшее культурное наследие наших предков, нашей цивилизации, по сути. Может быть, русский язык стоит усилить именно как не просто государственный, но общероссийский государственный язык. А для национальных республик предусмотреть республиканские языки, которые они вправе преподавать, развивать, поддерживать на территории национальных республик. В существующей статье Конституции, это статья 68, также есть формулировка, которая позволяет, к сожалению, в ряде субъектов нашей федерации осуществлять некоторого рода манипуляции. Слово «наряду» часто воспринимается не как параллельно, а как вместо. И, собственно говоря, это приводит к тому, что часто некоторые языки в ряде субъектов у нас пытаются внедрять насильно. Вы в Йошкар-Оле на заседании нашего Совета по межнациональным отношениям говорили о том, что недопустимо насилие в области изучения каких бы то ни было языков и ущемления прав русского языка. Вот эти нормы меня просили, собственно, предложить нашей рабочей группе и озвучить их на заседании совместно с вами. Большое спасибо. Естественно, русский язык – это фундаментальная ценность нашей страны, государственнообразующий фактор, безусловно, и язык межнационального общения. Ну, надо посмотреть внимательно. Само по себе, само по себе обращение к этой теме, оно обосновано, безусловно, но в контексте Конституции надо просто подумать, посмотреть. Скажите, пожалуйста, куда направить тогда возможную поправку, редакцию? Кто у нас? Андрей Александрович. Пожалуйста. Спасибо. Ой, извини, сейчас. Никифоров, председатель профсоюза железнодорожников. Спасибо, Владимир Владимирович. Я, так же, как и все коллеги, проводил встречи. Во встречах приняли участие свыше 700 железнодорожников, рядовых железнодорожников, общественников. Хочу вас проинформировать, что они поддерживают те поправки, которые вы внесли, в Конституцию. И высказали достаточно большое количество предложений именно по социальным вопросам. Они уже озвучены Михаилом Викторовичем, это по индексации заработной платы, по пенсионным делам, спасибо вам. И кроме этого, одна поправка, которая, в общем-то, неоднозначно пока воспринимается, это установление минимального размера оплаты труда на уровне минимального прожиточного уровня в Российской Федерации. Предлагает там небольшую, так сказать, в скобочках сделать преамбулу. Минимальный размер оплаты труда – это минимальная месячная тарифная ставка на 4 должностной оклад. У нас страна большая, много различных районных коэффициентов, доплат и так далее, чтобы четкость была трактования, что такое минимальный размер оплаты труда. Это первое. И второе. Прошло заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. И коллеги там активно тоже обсуждали эту тему. И вот тоже на ваше решение внести поправку, что дать право законодательной инициативы общероссийским объединениям профсоюзов по социально-трудовым вопросам. Спасибо. Можно подумать над тем, над другим, но, конечно, в Конституции детализировать многие вещи не удастся просто. Это все-таки фундаментальный такой правовой акт. И вот то, что касается МРОТа или прожиточного минимума, должно быть прописано в законе. Можно в федеральном законе это делать так основательно. Но в Конституции нам не удастся прописать все до мелочей. Это все-таки фундаментальный законодательный акт, где принципы излагаются прежде всего. Можно, Владимир Ильич? Да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, мы с коллегами работали в подгруппе по международному праву. И сразу признаюсь, что у нас совершенно точно не доходило до рукоприкладства, но не потому, что мы там обладаем какими-то особыми дипломатическими навыками, а потому что вокруг той темы, которую вы предложили в поправке, уточнить наше отношение к решениям межгосударственных органов, когда они посягают на Конституцию России, на соблюдение прав и свобод человека, разногласий не было абсолютно. Обсуждение в регионах тоже показывает, что в этой части поддержка вашей инициативы уточнить вот эту позицию, соотношение наших международных обязательств и норм Конституции
не вызывает ни малейшего сомнения. И ровно наоборот, эта идея вызвала, по-моему, наибольший ажиотаж за рубежом, желание помешать нам в этой части поправить Конституцию, порой просто переходила за рамки откровенного вмешательства в наши внутренние дела. Вот на последней сессии ПАСЕ, еще до того, как мы какие-то здесь решения приняли, была попытка лишить российскую делегацию полномочий только за то, что мы посягнули на дискуссию по данному вопросу. Это означает, что мы совершенно точно на правильном пути, мы попали, что называется, в точку, и что вся та работа, которую мы сейчас ведем, укрепляя нашу Конституцию, на самом деле и является главным инструментом для того, чтобы защитить суверенитет Российской Федерации и обеспечить право народа России определять нашу собственную судьбу. Вот сильная Конституция, так как она будет в конечном итоге сформулирована, и есть главный, основной инструмент защиты суверенитета России и обеспечения принципа народовластия в нашей стране. Поэтому в этой части я просто хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы абсолютно на правильном пути, и мы обязательно по нему дойдем до нужного нам всем результата. Спасибо. Что-то еще? Пожалуйста, Лена. Добрый день, Владимир Владимирович. Прежде всего, спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного. Да. Вот. Я бы хотела по поводу спорта, поскольку я представитель спорта, и вот два вопроса. Помните, на Совете по спорту я затронула вопрос о разногласии в работе региональной власти и муниципальной. И вы как-то сказали, что ну да, вообще какая-то непонятная ситуация, это в Конституции прописано. И сейчас как раз есть такая возможность это все изменить и, как говорится, поменять и сделать так, чтобы все работало так, как нужно. И у меня вопрос. Сразу прошу прощения, я как бы не юрист, ничего. Возможно ли в плане муниципалитетов укрепить их позиции, выделяя им там напрямую деньги или еще как-то, чтобы они могли все спортивные объекты, которые у них на балансе, спокойно ремонтировать и не ждать, когда регион или там спонсоры им на это деньги выделят. Или же это невозможно, и все это всегда должно идти через регион. 33 статья. Владимир Владимирович, Точно финансирование, да. Мне просто это интересно, поскольку, когда вопрос касается реконструкции, ремонта, я вам тоже это тогда говорила, у муниципалитета денег нет, да, регион не имеет к этому никакого отношения. И я вот спрашиваю, возможно ли усилить муниципалитеты напрямую с государства, или это невозможно? Возможно. Владимир Владимирович. В этом и есть смысл в том числе обсуждаемых поправок. Вот коллега предлагал, все, что связано с муниципальными образованиями, нам нужно встроить там. В чем проблема? У нас получился отрыв местного самоуправления от государственной власти. А государственной властью считается федеральный и региональный уровень. А там уже как бы и не государственная. Вот и получилось так, что у нас муниципальные органы власти не включены в единую систему публичной власти в стране. И возникли сложности, в том числе и с финансированием их полномочий. Но там нам удается по всяким хитрым каналам направлять туда ресурсы. Это можно сделать, но вот поправки в том числе направлены на то, чтобы вот эта работа между государственным и муниципальным уровнем власти была легализована в конце концов. Ну да. Владимир Владимирович, а можно добавить вот про местное самоуправление? Да, сейчас. Владимир Владимирович, уже сегодня очень много раз говорили о том, что поправки в Конституцию, письма о поправках пишут самые разные люди. На мой взгляд, самое точное определение поправок, которые мы получаем, вот с Павлом Владимировичем мы объединились по Свердловской области, это искренность. Поэтому у меня такая просьба. Подавляющее большинство поправок, конечно, никогда не попадет, и оно даже, может быть, не претендует на то, что оно станет подзаконным актом местного самоуправления.
самоуправления. Но это важнейший срез общественного мнения. Может быть, есть смысл какому-то институту поизучать вот то, что пишут люди, потому что это важно вот новому правительству. Сегодня важно почитать то, что там люди предлагают. Это очень важно. Это первое. Второе, ну, в качестве одного из примеров, это наше население предлагает вписать в какой-то законодательный акт, не в Конституцию, все понимают, что это не Конституция, это вместе с вручением паспорта гражданина Российской Федерации вручать обязательно Конституцию Российской Федерации. И это будет очень правильно, потому что, конечно, сегодня всплеск интереса к Конституции, но даже мы, когда встречаемся, мы видим, что многие ее не читали еще до того. Поэтому очень важно, чтобы обязательно вот при вручении паспорта гражданина был томик Российской Конституции. Спасибо. Да, но это хорошая идея по поводу вручения Конституции. Да и первое предложение тоже достойно внимания. Я уже об этом сказал. Нужно так, сделать так, чтобы ничего не пропало из тех предложений и наработок, которые будут сформулированы в ходе функционирования рабочей группы. И я уже предложил разделить это, частично направить в парламент, частично в правительство. Это обязательно нужно будет сделать. Согласен. Владимир Владимирович, можно по этому вопросу тоже добавить? А нельзя сделать это открытой информацией? Чтобы вот эти все предложения, чтобы доступ к ним был? Что не только для какого-то института или для органов государственной власти, но и для... Надо в сети размещать и все. Какие там секреты? Для научной общественности тоже это было бы очень интересно. Для научной, и вообще для общественности в целом, в широком смысле. Конечно. Конечно, надо это сделать. Пожалуйста. Владимир Владимирович, продолжение выступления коллеги Калинина. То, что на первой встрече вы подчеркивали, мы все понимаем, что вы имели юридическое, конституционное право подписать эти поправки, но, как вы сами уже и сегодня утверждаете, для вас важно, как проголосует наше народонаселение. И вот в этой связи наши поездки показывают, что когда мы, например, наша команда проехалась по Краснодару, Майкоп, Черкесск, Нальчик, когда в аудитории приходишь одно настроение, когда объяснение тех вопросов, поправок находит подтверждение и обсуждение, уже в конце встречи настроение другое у людей. Я хотел бы сказать, что, учитывая специфику, особенно этого голосования, особенности, что оно в таком виде впервые, особое внимание все же уделить, понимая, что главы будут заниматься в регионах и так далее, но все же общению на местах с людьми, чтобы побольше этих встреч, которые могли бы еще больше после принятия во втором чтении и в Госдуме объяснять людям еще раз суть окончательных решений, чтобы побольше людей были бы вовлечены и в регионах в то, чтобы потом голосование состоялось более массово, масштабное. За результатами я не переживаю, например, но массовость их недооценки должна быть в том, что в данном случае особенность данного голосования. Спасибо. Согласен с вами полностью. Даже комментировать ничего не буду. Прошу вас. Я бы хотел в развитии вопроса о полномочиях органов местного самоуправления подчеркнуть, что вот наша подгруппа, которая занималась поправками в части именно местного самоуправления, выработала, ну, как нам кажется, предложение и юридически сформулировала два главных принципа. Это, во-первых, как вы говорили в послании, передача полномочий на максимально приближенный к населению уровень, и это как принцип закрепить в Конституции при распределении полномочий между государственными органами и органами местного самоуправления, если это возможно, то полномочия отдавать именно на уровень муниципалитетов. И второй принцип – это принцип гарантий местного самоуправления, вот финансовой и экономической возможности органов местного самоуправления реализовывать свои полномочия. И в этой части
очень важно закрепление за муниципальными образованиями собственных источников доходов, а не тех межбюджетных трансфертов, которые они получают из других уровней бюджетной системы. Вот Спасибо. мы многие годы занимаемся именно этим. Найти золотую середину, баланс между источниками собственными и объемом полномочий, которые опираются на эти источники. Не так просто, но будем продолжать эту работу, безусловно, и дальше. Я предлагаю на этом сегодняшнюю нашу встречу завершить. Хочу вас поблагодарить. Как видно из нашей состоявшейся дискуссии, есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, совершенно очевидно это. Есть вопросы, которые требуют даже не обсуждения, а формулировок дополнительных, более точных. Но ясно совершенно одно, что мы... Вот, и я, честно говоря, вам благодарен за это, потому что прозвучало что? Жизнь поменялась, и она требует определенной реакции, в том числе в основном законе. Это очевидный факт. Это очевидно. И с точки зрения технологий, и с точки зрения общего состояния общества, и с точки зрения финансовых возможностей государства, нашего статуса. Вот это совершенно правильно то, чем мы сейчас занимаемся. И, безусловно, должно быть рассчитано на длительную перспективу. Совершенно очевидно также, что, конечно, мы же говорим, Конституция – это основной закон, но это не простой закон. Он в значительной степени носит и политический, даже морально-этический характер. Поэтому здесь важно присутствие, несмотря на какую-то критику со стороны, важно присутствие представителей всех страт общества, важно присутствие представителей профессиональных сообществ. И если вот Мацуев является гениальным исполнителем, и об этом пишут кто-то, то только потому, что у них зависть возникает, что они так не могут, как это может делать Денис Леонидович. Но он знает, о чем думают люди его цеха. Он знает об этом. Так же, как доктор, наш замечательный детский, знает, о чем врачи думают, чем они живут, чего они ожидают от государства. Представители общественных организаций знают, молодежных. Поэтому присутствие каждого из вас здесь важно. Да, может быть, не все можно сформулировать в основном законе, но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете, и по возможности отразить это в основном законе, чрезвычайно важная вещь, потому что именно это в конечном итоге будет тем, что объединяет страну. Спасибо большое. Коллеги, а мы продолжаем работу, да, во вторник и в четверг собираемся.